Телеканал «Якутия-24» продолжает вещание в прямом эфире. Это программа «Итоги дня». В студии Влад Давыдов. Здравствуйте. Смотрите сегодня. Бизнес и власть ищут пути развития. Петербургский международный экономический форум набирает обороты. Прямое включение нашего корреспондента с Питера. День Пушкина. Сегодня в России отмечают День русского языка. Организовали ряд ярких мероприятий. Начали с улицы Победы. В Ленске ведут сезонный ремонт дорог. Какой объем работ должен быть выполнен? Цветы родному городу. Южная Якутия проводит экологическую акцию. Дворовый футбол. Мирнинцы присоединяются ко всероссийскому спортивному фестивалю. Час назад состоялось официальное открытие Петербургского международного экономического форума. Сегодня на площадках ПМФ должно пройти 170 различных мероприятий. Плотная программа и у якутской делегации. Чего ждать нашему региону от участия в форуме, узнаем у Максима Кардозу, наш корреспондент на прямой связи со студией. Максим, тебе слово. Приветствую, Влад. С самого утра якутская делегация принимает участие в различных мероприятиях. День начался с подписания соглашения с Росконгрессом. И в рамках этого подписания вполне возможно, что в будущем какие-то из мероприятий, даже Петербургского экономического форума в регионах, конечно же, будут проходить даже в Якутске. Это будет огромный опыт для нашей республики. Конечно же, мы примем международных гостей, не только российских, и будем обсуждать, конечно же, проблемы не только российские, но и всего мира. Это очень важно для нас. А также буквально через полчаса начнется подписание соглашения между Якутией и Нижегородской областью. Два субъекта Российской Федерации собираются сотрудничать в области подготовки профессиональных кадров, а также в области инициативного бюджетирования. Об этом как раз говорил Айсен Николаев во время сессии, которая прошла чуть раньше. Сессия была посвящена сотрудничеству госкорпораций, правительства, бизнеса. И Айсен Николаев подчеркнул то, что это очень нужно делиться информацией в современном мире. Давайте послушаем, что он сказал конкретнее. И эта практика на самом деле является сегодня по оценке Мирового банка лучшей в стране. И в прошлом году на международном конкурсе в Барселоне, который проводился при поддержке Всемирного банка комиссии ООН, где участвовало свыше 100 стран, Российская Федерация благодаря этой практике заняла первое место. Это когда вовлекается местное сообщество в софинансирование тех или иных проектов, при этом решения принимаются сходных. И вот представьте себе, что в малом населенном пункте, где живет, например, 2000 человек, на этот сход приходит до 1000 человек. То есть 50% населения вообще в целом этого поселка принимают участие, принимают решение участвовать и реализуют тот или иной проект. И буквально час назад началось официальное открытие Петербургского экономического форума, и лидеры нашей страны говорили о том, что все-таки, несмотря на кризис, несмотря на санкции, российская экономика, она идет вперед. Конечно же, не такими ударными темпами, как хотелось бы, но все-таки мы идем. И самое главное, что Россия остается инвестиционно привлекательной страной. Причем инвестиции приходят не только в крупные какие-то бизнес-корпорации, они идут и в регионы. То есть и регионы Российской Федерации могут рассчитывать на большие инвестиции каких-то международных компаний. Также мы узнали, что Якутия в этом году вошла в Ассоциацию инновационных регионов. Это очень важно, конечно же, в нынешних условиях, потому что же главная ставка все-таки сейчас во всем мире делается на инновации, и нашему региону в этой сфере тоже есть что предложить. К сожалению, сейчас Якутия находится на 45-м месте по инновационной привлекательности, по даже не привлекательности, а по внедрению инноваций в промышленность и в экономику страны. Да, на первом месте это, конечно же, Москва, Санкт-Петербург, Татарстан. И в рамках этой ассоциации, куда Якутия вошла в этом году, лучшие эксперты этих регионов будут делиться с нами своей информацией. Это тоже очень важно и очень хорошо. И давайте послушаем, что же сказал нам директор Ассоциации инновационных регионов России. Наша задача как раз для того, чтобы лучшие мировые практики приходили в наши регионы, лучшие практики, которые уже существуют в регионах, могли свободно внедряться у наших соседей. Собственно, для этого мы и существуем. И я надеюсь, что вступление Республики Саха-Якутия в ассоциацию позволит немножко убыстрить
процесс внедрения инноваций у вас в регионе? Продолжается, конечно же, форум. Еще сегодняшний день в Петербурге не закончен, он в самом разгаре. Завтра тоже будет огромное количество мероприятий. И у нашей делегации будут встречи, я точно знаю, с послом Индии. Также будет встреча с Росгеологией. Это тоже очень важно для нашей республики, потому что, конечно же, нужно развивать и изучать недра и открывать новые месторождения. Это, конечно же, даст новые толчки импульса для экономики нашего региона. Влад? Спасибо, Максим. Я напомню, что работу Петербургского международного экономического форума освещает наш корреспондент Максим Кардозу. К другим новостям. Застройщики собираются повысить цены на квадратные метры в новостройках. Информация об этом появилась на сайтах большинства крупных компаний. Дело в том, что в России идет поэтапный отказ от системы долевого строительства жилья. Ее должно заменить проектное финансирование. С 1 июля этого года российские застройщики, привлекающие деньги граждан, будут обязаны работать по новым правилам. Средства будущих собственников квартир будут лежать на специальных эскроу-счетах в банках. Возводить жилье застройщики должны будут на кредитные средства. Рост цен обусловлен желанием создать финансовую подушку безопасности для будущих проектов или новых корпусов в уже строящихся жилых комплексах. Таким образом, эксперты прогнозируют рост цен на 15-20%. Не купить, не продать, даже не реконструировать собственный дом невозможно. С такой проблемой неожиданно столкнулись жители частного сектора сразу нескольких улиц Якутска. Почему так произошло и что делать жителям, разбирался Руслан Варламов. Проблема жителей сразу нескольких улиц Котенко, Нагина, Осямова, Партизана Егорова и Феликса Кона началась в 2013 году. Тогда был принят документ под номером 169 НПА, согласно которому в данном районе изменилось зонирование. Теперь весь район с жилого превратился в общественно-деловую зону. И здесь больше нельзя строить и даже реконструировать дома. А тем, кто успел построить жилье, просто отказывают в регистрации собственности. Построили новый дом и обратились вот куда там, в МФЦ, там мне и сказали, что ваш дом не зарегистрировать нельзя. В общем, медицинского назначения земли вы их заняли не по праву. А теперь мне во всем делают отказ. И, во-первых, я не могу его продать теперь и не могу получить регистрацию. Ну, это ясно, что там захват земель, значит, это некоторых там жгут дома, а нас вот это решили выселить вот таким методом. Жильцы не раз обращались к городским властям с просьбой разобраться в ситуации, но лишь получали массу отписок. Проблему не только не решили, но даже никому не объяснили, почему произошли такие изменения именно на этой территории. Почему запрещено строительство на моей земле? Я не нарушаю никаких правил, я использую землю, значит, в соответствии с тем, как у меня написано в свидетельстве о госрегистрации собственности на землю. О том, что у них есть такая проблема, жильцы узнали совершенно случайно, ведь до 2017 года все сделки с недвижимостью проходили в штатном режиме. Но в 2017 году те, кто построили новые дома и подали на регистрацию документы, неожиданно получили отрицательный ответ. Были внесены изменения, периодически вносятся изменения, да? И эти правила землепользования, они выстраиваются на основании генерального плана. Генеральный план – это наш основной стратегический документ, который устанавливается на 20-30 лет вперед. В мэрии опираются на этот план и ждут конца года, когда будут согласованы поправки в генплан на следующий год. Впрочем, в Гордуме об этой ситуации узнали впервые, обещали помочь. Если там обращение их не прошло, пусть обратятся к нам, я готов рассмотреть, и мы это обязательно дадим ответ. Ну, то есть нам нужен обратный контакт, куда обращался, переписка, на основании чего отказали, и, возможно, этот вопрос решится. Надежды на то, чтобы проблема жителей этих улиц, а это более 100 семей, решится в ближайшем будущем, нет. Однако председатель профильной комиссии Гордумы пообещал рассмотреть все возможные варианты ее решения. Мы продолжим следить за этой ситуацией. Руслан Варламов, Семен Семенов, Якутск. В России для пожарных и спасателей появится льготная ипотека. К реализации пилотного проекта планируют приступить с 2020 года. В нем будут участвовать более 5000 человек. Сейчас сотрудники МЧС в зависимости от формы службы могут получить единую социальную выплату для приобретения жилья или иную помощь.
Концепция льготной ипотеки предусматривает следующий механизм. 30% будет вносить государство, остальную сумму выплачивает сотрудник по ставке 6%. Также служащий сможет сделать первоначальный взнос из собственных денег. Ставка по ипотеке также в этом случае будет составлять 6%. План навигации 2019 года выполнен на 8%. Об этом сегодня сообщил первый вице-премьер республики Алексей Колодезников. На совещании по организации перевозки грузов первый зампред отметил, что на данный момент отгружены 181 тысяча тонн и доставлено 100 тысяч тонн грузов. Всего в этом году водным путем планируют перевезти порядка 3 миллионов тонн грузов, из них 1 миллион 245 тысяч тонн – жизнеобеспечивающие товары. На Вилюе с 26 мая ведется интенсивная работа также по доставке грузов для нужд Вилюйской группы районов с привлечением 42 единиц флота с общей грузоподъемностью 54,2 тысячи тонн. По оперативным данным на 5 число отгружено 61 008 тонн груза при плане 118 тысяч тонн. То есть 53% от общего запланированного объема. 50 населенных пунктов Якутии не готовы к пожароопасному сезону. В срок до 15 июня они должны устранить все нарушения правил пожарной безопасности. Если к этому сроку этого сделано не будет, то материалы будут переданы в прокуратуру Якутии. Всего с начала пожароопасного сезона в республике зарегистрировано более 90 пожаров на общей площади 65 тысяч гектаров, из которых 16 на охраняемой территории. Особый противопожарный режим действует на территории 4 районов – Алданского, Тампонского, Верхоянского и Ивано-Бытантайского. По гидромету у нас до 3-й декады будет низкий уровень пожароопасности, а уже в 3-й декаде июня температуры будут высокие, выше средних годовых многолетних на 2-3 градуса. Соответственно, класс пожароопасности по территории республики будет расти. Поэтому мы сегодня обсудили вопросы защиты населенных пунктов, потому что в ряде субъектов уже в этом году по России пострадали населенные пункты, и люди лишились жилья. Южная Якутия присоединилась к экологической акции «Цветы родному городу». Недавно нернгринцы посадили саженцы деревьев, озеленяя территории, а накануне в Международный день эколога занимались клумбами, рассказывает Александра Цыбикова. В Нерюнгри впервые стартовала экологическая акция «Цветы родному городу», которая является продолжением многолетней республиканской акции «Цветы добра». В делегацию вошли воспитанники из 6 образовательных учреждений района. Это гимназия номер 1 и 2, информационно-технологический лицей номер 24 и средняя общеобразовательная школа номер 2, 7 и 13. Мы приехали с поселка Чульман принять участие в данной акции, чтобы город стал красивее, и просто чтобы быть причастным к этому дню. Акция проходит по инициативе Центра развития творчества детей и юношества в 2 этапа. На первом этапе каждое общеобразовательное учреждение организовало свой экологический штаб, в котором школьники самостоятельно вырастили рассаду красиворастущих растений. На втором этапе участники акции, а также неравнодушные горожане оформили цветочные композиции на цветниках и клумбах городского парка имени Чиряева. На клумбах парка было высажено примерно около 300 саженцев цветковых растений. Это бархатцы, львиный зев, фиалки и лилии. Цель экологической акции – благоустройство и озеленение городских территорий. Хоть Нерюнгри является одним из самых зеленых городов как в республике, так и в Восточной Сибири, создание условий дает возможность каждому поучаствовать в судьбе родного города и сделать шаг к тому, чтобы он стал еще комфортнее и красивее. Александра Цыбикова, Сергей Козюра, Нерюнгри. Всемирный фонд дикой природы запустил прямую трансляцию с пластиковой бутылкой. Стрим будет длиться 450 лет. Именно столько времени понадобится пластику для полного разложения. Сложно сказать, досмотрит ли трансляцию кто-нибудь до конца, но фонд запустил ее не смеха ради. Это попытка достучаться до жителей планеты и властей стран, которые не занимаются вопросами переработки пластика.
Авторы стрима утверждают, что полностью бутылка должна исчезнуть через 450 лет, но процесс разложения может занять и больше времени. Все зависит от состава пластика. Трансляция будет продолжаться до тех пор, пока от бутылки ничего не останется. Сейчас короткая пауза, меньше 1 минуты. Вернемся и продолжим выпуск. День Пушкина по России и в Якутске, в частности, проходит ряд мероприятий, приуроченных к знаковой дате. Начали с улицы Победы. В Ленске ведут сезонный ремонт дорог. Какой объем работ должен быть выполнен? Дворовый футбол мирнинцы присоединились ко всероссийскому спортивному фестивалю. Якутия-24, программа «Итоги дня». В студии Влад Давыдов. Продолжаем выпуск. В Якутске произошло смертельное ДТП. Предварительно установлено, что 31-летний водитель, управляя Toyota Premio, следуя со стороны Маганского тракта в сторону Можайского, совершил столкновение с мотоциклом, который следовал со стороны Намского тракта в сторону Якутска. От удара мотоцикл откинуло в сторону, и он ударился в бок маршрутного автобуса. Прибывшая бригада скорой медпомощи увезла в больницу водителя и пассажира мотоцикла. Однако водитель от полученных травм скончался в госпитале. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. В Ленске ведут ремонт дорог. Первая в списке – это улица Победы. Дорога уже много лет находится в плачевном состоянии, и местные жители давно ждали там ремонта. Подробнее Сергей Евсюков. Участок дороги протяженностью около 2 километров от столовой Татьяна до микрорайона Алроса в последние годы вызывал нарекания жителей. Капризы погоды и перепады температур, бесхозяйственность дорожных служб и нагрузки технических средств превратили одну из самых протяженных магистралей города в настоящую трассу для экстремалов. Ямы и ухабы, отсутствие разметки и другие дефекты вынуждают водителей совершать сложные маневры. Какие только слова не звучали в адрес различных инстанций и самого направления. Иначе этот участок дороги по-другому и не назвать. Как будто ралли. Даже, может, даже и хуже. Не знаю, но приходилось по встречке ездить. Просто-напросто выезжать. Машину-то ремонтируем сами же. Конечно, сложности. И пыль, грязно. У некоторых колеса туда отлетают. А так нормально. До сих пор ругаю. Состояние пипец дороги. Сколько можно-то уже по такой ездить? Ну вот, наконец, власти услышали мольбы водителей и жителей города. В этом году довольно рано на улицу вышла дорожно-ремонтная техника, сдирая старый слой асфальта и укладывая новый. Работы по прошлогоднему контракту продолжает подрядчик ИП Бардаков. А в этом году, вот уже в конце мая, 24-го, по-моему, зашли уже, удалили вот именно здесь перекресток, удалили старый асфальт, все как бы подготовили, зачистили, замыли, перекрыли. Ну и вот уже как бы полоса, вот 500 метров асфальту в 2 полосы движения уже готовы. Затем асфальтирование следующего участка в 500 метров. И так поэтапно до микрорайона Алроса. Контракт рассчитан до 30 сентября нынешнего года. Продолжится, правда, только ямочный ремонт и на оставшемся протяжении улицы Победы. Но это не все объекты, подлежащие реконструкции. В дорожной карте Ленска произойдут и другие изменения. В планах в данный момент у нас объявлен аукцион, ведутся приемы заявок на работы по капитальному ремонту улицы Орджоникидзе от Первомайской до улицы Якутской, участка улицы Пролетарской, которую не успели мы доделать в прошлом году, то есть участок гравийной дороги. Плюс к этому будет выполнены обустройство дороги, то есть нанесена дорожная разметка, установка новых дорожных знаков и устройство пешеходных тротуаров. Строительство дорог традиционно продолжится до осени, и в городе появятся новые дорожные сети в отменном состоянии. Остается только уповать на хорошую погоду и мастерство дорожников. Сергей Евсюков, Виталий Андреев, Ленск. Гаражные кооперативы в Нейрюнгре погрязли в мусоре. Межведомственная комиссия совершила рейд в районе дома 6/1 по геологов. Свалка лежит на протяжении нескольких лет, а в гаражном кооперативе в районе МЖК зеленая зона за последним рядом гаражей представляет собой одну большую свалку.
Также, несмотря на наличие баков в гаражном кооперативе в районе пересечения улиц Мира и Тимтонской, мусор завален рядом и, по всей вероятности, незадолго до рейда его поджигали. Ну а в районе улицы Комсомольской гаражи и вовсе заброшены. Мусора много. И, конечно, там, например, даже мы, городское хозяйство, не вывезем, если не подключатся сами хозяева. Вот, где они намусорили, они должны, конечно, все это убрать. Им будут выданы повторные предписания. Посмотрим, если они не среагируют, будем принимать более жесткие меры. Сегодня в России отмечается День Пушкина. Как мы все знаем, литературное творчество Александра Сергеевича, великого русского поэта, на протяжении всей жизни сопровождает нас. В Якутске сегодня прошли различные мероприятия, театрализованные представления. В честь праздника состоялся парад двойников Пушкина. Кто стал лучшей копией великого русского писателя и чем еще удивили гостей и зрителей? Репортаж Анастасии Кобызевой. Идет направо, песень заводит, налево сказку говорит. Пока историки спорят, брюнетом или блондином был Александр Сергеевич. Здесь Пушкины на любой цвет и вкус. Но лучшим, по мнению зрителей, стал Мухаммед Ахмед, студент из Египта. Русский язык он учит всего полгода, но уже без труда цитирует великого классика. Я встретился с Натальей Набару в декабре 1828 года. И когда увидел ее первый раз, голова у меня закружилась. Это милая, чистая, доброе создание. Душу ее я люблю еще больше красивого лица. Будь одна из вас ткачиха, а другая вавалиха. В день 220-летия со дня рождения великого русского поэта студенты-иностранцы сыграли отрывки из его произведений. Сказка о царе Салтане, Бахчисарайский фонтан и цыганы. В царя Салтана перевоплотился студент из Китая. Говорит, играть было несложно, ведь с творчеством Александра Пушкина он давно знаком. Раньше мы в Китае изучили русский язык, конечно, читали Пушкина, сказки и так далее, потому что Пушкин – это великий человек. Алиса Юй сыграла царицу. Девушка признается, она точь-в-точь похожа на свою героиню. Она скромная, нежная, умная, красивая женщина, как я. Годы и столетия гению не помеха. Александра Пушкина знают и любят не только в России, но и далеко за ее пределами. А интерес со стороны иностранцев это еще раз подтверждает. Анастасия Кобызева, Семен Семенов, Якутск. В Якутске на стадионе Туймада началось торжественное открытие спартакиады трудовых коллективов Якутии. На прямой связи с нашей студией с места события находится наш корреспондент Саргалана Захарова. Добрый вечер, Саргалана, тебе слово. Добрый вечер, Влад. Мы прямо сейчас находимся на стадионе Туймада, где в эти минуты проходит торжественное открытие 4-й спартакиады профсоюзов республики. И прямо сейчас, вот видите, за моей спиной проходят команды, участники. В этом году их, к слову, целых 20, а это 1700 человек. По сравнению с прошлой спартакиадой, это на 500 участников больше, и, возможно, на это влияет тот факт, что в этом году видов спорта, которые будут представлены в программе спартакиады, стало больше на 2 вида, в целом их 14. 2 новых вида спорта – это такие, как фитнес, аэробика и компьютерный спорт. Кстати, интересный факт в том, что сами участники предложили включить в программу этой спартакиады эти 2 вида спорта. Всего следить за частотой прохождения соревнований будут 150 судей. Соревнования будут проходить 3 дня, и начнутся они уже завтра утром. А сейчас мы смотрим на парад участников. Закончится он открытие закончится где-то через час. Закроют его концертная программа и выступлением артистов якутской эстрады. У меня пока на этом все. Влад. Спасибо, Саргалана. Напомню, на прямой связи с нашей студией с торжественного открытия спартакиады трудящихся была наш корреспондент Саргалана Захарова. Ну а в Мирном стартовал сезон дворового футбола. Он будет в 3 этапа в течение всего этого лета. Таким образом, мирнинцы присоединились к всероссийскому фестивалю. Сюжет Марфирины Алексеевой.
Среди детей и молодежи города Мирного футбол очень популярен. Почти на каждой улице имеется футбольная площадка. Возможно, на это повлиял мини-футбольный клуб «Алмаз Алроса», который в этом году завершил свою карьеру очередной победой в высшей лиге. Вдохновленные успехом земляков, во дворах Мирного растет достойная замена. Я раньше часто ходил на их игры, но сейчас команда распалась и вообще закрыли команду. То есть ставят упор на детей. В городе Мирном есть высшая лига, есть первая лига. Появляются перспективные спортсмены. Кто-то пожелает потом записаться на секцию. Тут же у нас также приходят тренера, смотрят, да. И все таланты, самые великие спортсмены, футболисты, они все с улицы. Участвовать могут все желающие. Главное собрать команду из 8 человек. 4 на поле, 1 вратарь и 3 замены. Соревнования проводятся по 2 возрастам. Юноши до 14 лет и старше 15. На первый этап летнего сезона заявилось по 5 команд каждому возрасту. У нас будут соревнования проходить в 2 круга, 2 тайма по 15 минут. 12 числа это финальные игры уже будут и награждения, посвященные уже празднованию Дня России. Таких 3 турнира. Это июньский, и посвященный Дню города в июле, и в августе завершающий. Все по-серьезному. У ребят много болельщиков. Команда присматривается друг к другу, изучая слабые стороны. Среди младшего возраста уже появились первые победители. Наш соперник был Амкал, и мы выиграли команду со счетом 6-0. Мы завтра играем с Ювентусом. Мне кажется, команда легкая. После этого матча посмотрели. Вроде, наверное, выиграем. Самый сложный этап – это полуфиналы и предполуфиналы. Там команды довольно сильные есть против нас. Пятнаха и кто-то? 26-я? Да. Результаты первого турнира будут известны 12 июня. А до этого каждый день на спортивной площадке «Факел» с 18 часов команды будут бороться за звание лучшей в своем городе. И, возможно, в рамках Всероссийского фестиваля «Дворовый футбол» выйдут на республиканский, а затем и российский этап. Марфирина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный. Таковы итоги дня сегодня. Оставайтесь на Якутия 24, будьте всегда в курсе.